В начале сегодняшнего заседания разрешилась интрига первого слушания. На прошлой неделе Галевеева вызвался защищать адвокат из Вологодской области, который тогда не смог присутствовать. Сегодня он здесь. Также появился еще один адвокат из Калужской области. Сегодня Галевеев от услуг обоих отказался. Его будет защищать ранее назначенный адвокат. В отличие от прошлого заседания, сегодня Ильназ Галевеев с прессой решил не общаться. Напомним, решением судьи фото и видеосъемка разрешены только до начала слушания. Внимание СМИ сегодня сторонился и отец подсудимого, который проходит свидетелем. У входа в зал он сидел молча, опустив голову. После рассмотрения ходатайств сторон судья решил, что процесс частично будет закрытым, там, где речь пойдет о врачебной тайне. Сегодня в суде Галевееву предъявили обвинения. Обвиняется в совершении убийства 2 и более лиц общеопасным способом, а также обвиняется в совершении покушения на убийство 2 и более лиц, а также в умышленном уничтожении имущества. Галевееву также вменяют незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Сегодня в суде он полностью признал свою вину. Напомним, в результате трагедии в 175-й гимназии 9 человек погибли, более 100 получили ранения. Всего потерпевшими признаны более 600 человек. Сегодня начался их допрос. Как говорят пострадавшие, тяжело снова переживать те события. Конечно, трудно. Слушания по делу Ильназа Галевеева будут идти как минимум 3 раза в неделю. Подсудимому грозит пожизненное лишение свободы. Сегодня в здании суда, как и недели ранее, была объявлена пожарная тревога. Всех эвакуировали. На ход этого процесса чья-то, возможно, провокация не повлияла. В заседании в тот момент был объявлен перерыв. Дмитрий Айринин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.